Коллеги, наконец-то долгожданный закон. И, Игорь Николаевич, надо еще посмотреть на правоприменительную практику. Вот те граждане с Украины, Белоруссии, другие, которые к нам приезжают, каждые полгода они получают там патент, или кто-то на год оформляет, кто-то на несколько месяцев. И каждый раз при получении патента некоторые многие годы работают здесь. Они должны сдавать экзамен по русскому языку, проходить медицинское обследование и так далее. Мне кажется, кто-то очень хороший бизнес на этом делает. Это все очень дорогостоящие процедуры. И люди должны платить такие большие деньги. Ну, надо уходить от этой практики. Если вам законодательно что-то мешает, скажите, мы поправим. Либо это устоявшаяся практика. Но если человек работает не один год уже в Российской Федерации и получает повторный патент на работу, ну зачем же его опять проверять на русский язык? Он уже прошел экзамен, он сдал тест. Но вы знаете, сколько надо заплатить за сдачу экзамена по русскому языку? Вот вы лично знаете? А? Игорь Николаевич, вы знаете? Нет, я не знаю. Вы не знаете, а вы как бы отвечаете за эту сферу. Так поинтересуйтесь. Он получает гроши, а платит каждый раз при получении патента новую сумму. Но уходите от этого. По крайней мере, что касается граждан Белоруссии, Украины, стран Евразийского экономического союза и бывшего пространства СНГ. Но не надо издеваться над людьми, не надо на этом делать бизнес компаниям, которые присосались к этой теме. Создавайте благоприятные миграционные условия для тех граждан, в которых мы заинтересованы. И специалистов с высшим образованием, и тех профессий, которые не хватает сегодня для экономики. Поинтересуйтесь, пожалуйста, почему так происходит, и наведите в этой сфере порядок. Есть, Валентин Иванович.